Во Владивостоке проходит второй день работы Восточного экономического форума. Съехались представители из 24 стран мира. Рассмотрен ряд проектов, подписаны десятки соглашений и договоренностей. Активно на форуме работает делегация Якутии. На месте событий находится наш корреспондент Влад Давыдов. Основная задача форума – привлечь инвестиции и повысить интерес бизнеса к Дальнему Востоку. Это возможность для регионов России наглядно и предметно представить свои проекты и договориться о финансировании готовых идей для развития субъектов и страны в целом. Одним из первых больших договоренностей, подписанных в рамках форума, стало соглашение Минвосток развития страны о сотрудничестве по проекту производства самолетов с китайскими крупными компаниями. Речь идет о марке самолетов MA-600. Производство планируется организовать на территории опережающего развития в Хабаровском крае. Предварительный объем инвестиций оценивается в $100 миллионов. Мощность производства составит более 50 самолетов в год. Я хочу сказать, что речь идет об инвестиции именно в Торе. Именно в Торе. И именно режим территории опережающего развития заинтересовал наших китайских партнеров для того, чтобы разместить на территории Дальнего Востока, в Комсомольске-на-Амуре, индустриальный парк и производство самолетов. В целом направления представленных регионами проектов самые разные – промышленность, нефть, газ, лесопереработка, инновации, строительство и многое другое. Свои проекты здесь представляет и Якутия. У нас Якутия на этом форуме представлена абсолютно разнонаправленно, начиная от инфраструктурных проектов, таких как строительство моста, по которому у нас будет отдельная сессия обсуждения с потенциальными участниками концессионного соглашения, будет презентация со стороны «Дорог России», и мы планируем участие руководителя Ивана Ивановича Григоровича на этой сессии с основным выступлением. Кроме того, отдельно будет представлена наша территория опережающего развития Кангаласы, и предполагается также его презентация в рамках работы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Помимо участия в ключевых сессиях по обсуждению основных проектов Якутии, делегация республики под руководством главы Егора Борисова подписала ряд соглашений с федеральными ведомствами о сотрудничестве и взаимодействии. Так достигнута договоренность о взаимодействии между Якутией и Российским фондом технологического развития, также между Якутией и Рослесхозом. Документ подписали Егор Борисов и глава федерального ведомства Иван Валентик. Стороны отметили важность достигнутого соглашения. Следующий шаг – это, конечно, речь идет о лесоустройстве. Более 30 лет у нас лесоустройства в Республике Саха-Якутия не проводились, поэтому в этом плане мы тоже надеемся, и сегодня же работы начались. И последнее – это, конечно, заготовка древесины на промышленной основе. Запасы, конечно, мы все их хорошо представляем, и они должны работать на экономику республики. Здесь тоже мы через это соглашение получаем определенную поддержку. Наша совместная скоординированная работа с правительством Республики Саха-Якутия позволила в этом году сократить площади более чем в 100 раз. То есть значительно уменьшить количество лесных пожаров. Мы работали вместе, скоординированно, поэтому я думаю, что вот работа по блоку охраны лесов от пожаров – это тот надежный фундамент, на котором можно строить дальнейшую работу и по увеличению в хозяйственный оборот лесных участков, и по увеличению объемов заготовки древесины, и, собственно говоря, по развитию всех направлений по ведению лесного хозяйства, развитию лесного комплекса республики. Что касается главного проекта Якутии на этом форуме – моста через Лену, то известно, что проектом заинтересованы инвесторы из Китая. Актуальный для якутян вопрос рассмотрят сегодня на отдельной сессии с участием представителей Якутии, Росавтодора и китайского бизнеса. Между тем, технопарк Якутия и китайская инвесткомпания Хуатсинь Андзю подписали соглашение о строительстве IT-парка в Якутске. И мы подписали соглашение с китайской инвестиционной строительной компанией о совместной реализации парка высоких технологий строительства. Да, это очень для нас хорошая новость, потому что, соответственно, появилась надежда, что строительство парка высоких технологий начнется, возможно, в следующем году, если у нас все получится. Отметим, что особое внимание гостей и участников обратила на себя накануне голливудская звезда Памела Андерсон. Она приехала на форум для участия в благотворительном аукционе в поддержку экологических проектов. Далее сегодня гостей и участников ждет вся основная работа по деловой программе форума.
Будут организованы ключевые сессии, в том числе с участием делегатов Якутии, в частности, по теме нефтегазовой промышленности. Помимо этого, глава республики Егор Борисов подпишет ряд соглашений с федеральными ведомствами о взаимодействии и сотрудничестве. Мы следим за развитием событий из Владивостока. Влад Давыдов, Стас Михайлов. Специально для новостей НВК «Саха».